Китайское правительство продолжает использовать различные методы для ассимиляции уйгуров и других тюрков в Восточном Туркестане. По сообщениям китайского агентства Синьхуа, центральное правительство подписало указ о принудительном обучении школьников Восточного Туркестана так называемым 5 постулатам, включающим в себя принятие единого Китая за родину, коммунистической партии за законную власть, китайского социализма, народа и культуры Джунхуа. Братское соглашение, подписанное мэрией турецкого города Кахраман-Мараш и управлением китайского города Йиву, вызвало негодование среди уйгуров. В то время как китайские власти не обращают внимания на требования мирового сообщества прекратить репрессии, решение мэра города Кахраман-Мараш вызвало бурные споры в турецком обществе. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш прокомментировал ситуацию следующими словами: «Китай начал новую игру. Почему китайские власти, продолжающие репрессии и геноцид, предложили побрататься Кахраман-Марашу с одним из городов внутреннего Китая вместо Урумчи, Кашгара, Хотана, Турфана и Аксу? Данное решение никак не соответствует духу Кахраман-Мараша. Мы призываем отважных сынов города к ответственности и исправлению этой тяжелой и грубой ошибки». После того, как китайские власти позволили некоторым международным наблюдателям посетить лагеря перевоспитания, выяснилось, что заявления Пекина о том, что в лагерях нет пыток, оказались ложью. По свидетельству зарубежных корреспондентов, посетивших лагеря, сомнение вызвало странное поведение заключенных, чьи выражения лица и волнения во время интервью говорили об обратном. Внимание вызвало и то, что китайские сотрудники подсказывали заключенным слова, которые, как очевидно, были заранее подготовлены. Один из корреспондентов сообщил, что во время визита сопровождавший их гид подсказывал заключенному следующие слова: «Скажи, что нет никакого ограничения религиозной свободы, иначе у тебя будут проблемы». Саммит «семерки», участницами которой являются США, Германия, Англия, Франция, Канада и Италия, начался с торжественного ужина, организованного Эммануэлем Макроном в городе Бьяриц, расположенном на юго-западе страны. Основными темами саммита станут безопасность, изменение климата, жестокое обращение к женщинам и неравенство полов. Также лидеры обсудят вопросы Украины, Сирии, Ирана и договора Brexit. Тысячи жителей города Бьяриц провели митинг с требованием ввести изменения в экономическую политику и методы борьбы с глобальным потеплением. После 2 лет с момента этнической чистки в Аракане правительство США предупредило о нарушениях прав человека со стороны военных Бирмы. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел США Морган Ортагус напомнила события, произошедшие в Аракане в августе 2017 года, когда в результате бесконтрольной стрельбы военных на севере региона в ответ на нападение повстанцев жертвами стали сотни тысяч безоружных мужчин, женщин и детей. Ортагус призвала стороны к разумному решению конфликта.